алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 30 апреля 2022 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Так. Давайте сделаем это по-другому. Я просто не могу понять, мы в эфире или нет. Я в эфире. Имеется в виду, меня видно или не видно? Ну, должно быть видно. Так. О, два человека зашли. Я думал, я не в эфире просто. Я думал, что у меня опять доступ по ссылке получилось видео. Кто-то зашел. Наверное, это прапорщик. Так, Ичкерия Forever. Машволь, Ичкерия Forever. Ты зашел? Да, я решил сегодня посидеть немножко, пообщаться. Да, стрим. Да, мой личный стрим. Просто решил пообщаться, да. Резко пришло в голову. Алейкум салам, ассалам. Деде Машал Хойр. Думал сперва в ТикТоке сделать, потом думаю, давай сразу в Ютубе сделаю. В ТикТоке как-то оперативно все получается. Здесь в Ютубе чуть-чуть посложнее это все, хотя тоже я уже научился все делать. Руслан Черевханов. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Руслан. Приветствую всех, друзья. Вчера я проводил стрим на ТикТоке и сказал 29 февраля, по-моему. Самое интересное, я задумался еще, когда я это говорил, и вот во время стрима, я подумал, что-то я сказал неправильно. Год вроде бы правильно сказал, число вроде сегодня 29. И потом, когда уже просматривал, точнее, когда смотрел комментарии, увидел, что мне написали, что я февраль сказал. Прослушал, да, февраль. Представляете, я вот именно задумался, что сказал неправильно, не смог вспомнить, что сказал неправильно. И вот то, что получилось. Эфир, качество, потому что я с телефона захожу, с телефона. У меня есть супер отличная камера. У меня есть там тоже все нормально с компьютером. Там что-то нужно, четкость, графику, что-то настроить, как-то сделать. И вот из-за этого у меня вот все время через ОБС, когда захожу, походит так. А если заходишь через телефон, через камеру, и то это, которая на тебя смотрит, как она, фронтальная называется, или как она там называется, камера. А та, которая сзади, она еще лучше, наверное, показывала бы. Ну, вот так вот. Вот такие вот дела. Так, Шульда Маг, Машволь, Шаверга, Ури, Шаверг, Машволь. Ну, вы все всегда в Ютубе, я смотрю. Азел Маэль номер. Этот номер у меня вот есть, который ты можешь всегда на него звонить, писать. Если срочно что-то нужно, ты можешь написать мне сюда, можешь написать мне e-mail. То телефон у меня иногда барахлит, иногда работает, иногда я его выключаю, так все нормально. Так, Аса, у меня вопрос такой, что ты скажешь на это и каково твое мнение? Что если под весь этот Гайгуй, возможен ли возврат части Дагестана обратно к Чечне? Имеет место быть ли вообще этот вопрос? Части Дагестана обратно к Чечне? Что ты имеешь в виду? Сейчас нам территориальные вопросы обсуждать, когда вся наша страна оккупирована русскими фашистами, когда наша страна пережила геноцид, треть людей убита, преступники безнаказанно проживают в фашистской России, получают медали, звания, пенсии уже некоторые.
нам сейчас говорить о возврате какой-то части Дагестана, мне кажется, это очередная провокация. Нам нужно возвращать всю страну. И нам нужно а, помочь миру, Украине, США, Англии, если они, конечно, этого хотят, или на полпути за хорошие какие-нибудь контракты, если не передумают. Если реально они этого хотят, помочь миру а, денацифицировать, дефашизировать фашистскую Россию. Вот какая у нас должна стать задача. Российская фашистская так называемая федерация, которая ни на одну секунду ею никогда не была, то есть федерацией, ее нужно распустить. А знаете, что сейчас будет? Я вот что хотел сегодня рассказать, что свои наблюдения по этому поводу. Я, наверное, кто меня давно смотрит, знает, что я давно говорил, что будут закрытие границ, там, обрезание там, связей, коммуникаций со всем миром, и потом репрессии будут внутри фашистской России. Вот эти репрессии в фашистской России начнутся, знаете, кто виноват в этом? Вот все подъезды в России гадил Обама и все президенты США. А вот репрессии над фашистами внутри России, над послушными винтиками, исполнителями вот этих преступных приказов Путина и вот этой банды ФСБ, вот над ними репрессии этот маховик запустил, знаете кто? Борис Джонсон. Опять, как они говорят, опять старая Британия или старая Англия гадит. Борис Джонсон это тот человек, который запустил этот механизм репрессий. Если бы не высказывание Великобритании о том, что они нанесут ответный атомный удар по фашистской России, точнее по этому фюрер-бункеру, или фюрер, это громко сказано для этой гопоты. Если бы они этого не сделали, если Борис Джонсон этого не сказал бы, Великобритания не готова была бы нанести ответный удар по России, тем самым она уничтожила вот эту многолетнюю российскую фишку, что они сейчас атомными бомбами, сейчас на колени, весь Запад дрожать будет. Я не знаю, я вот живу недолго на этом Западе, так немножко только вникать начал в эти дела. В совершенстве там не владею ни английским, ни немецким. Я могу сказать, что они не отступают, когда их пугают. Они отступают, когда им это не надо. Это у русских фашистов из КГБ Путину показалось, что они там кого-то испугаются. Не испугаются. Англосаксы за последние 100 лет вообще ни одной войны не проиграли. Можете, не по фейковому, как это Путин рассказывает и российская пропаганда, а по-настоящему. По-настоящему они везде, куда приходят, и по-человечески приходят. Ну вот в чем дело-то. И вот как только вот этот аргумент, которым планировалось испугать весь мир, и весь мир должен был пасть к ногам Путина, как и все, что они говорят, проецируя на других, то как обзывается, то так и называется. Так вот, они проецируя, что чеченцы понимают только силу, что чеченцы там террористы и так далее, будучи сами террористы, будучи сами понимающие только язык силы, запугивая Запад ядерным атомным оружием, они выдали свой секрет, что они этого боятся больше всего. Не мы, да, ну не Запад, не цивилизованный мир, а сами русские фашисты и лично Путин, который боится до смерти. И кадыровцами он запугивает, чеченцами, то есть. Это кадыровцы, которые продались фашистам. Несмотря на то, что треть их народа убили эти фашисты. Вот, боясь этих чеченцев, он думает ими запугать весь мир. Нас не должен бояться весь мир. Нас должен уважать весь мир.
любить, дружить с нами, союзничать. Вот что сделал Борис Джонсон. Тем самым у меня хорошие новости для Украины и для всего нормального мира. И плохие новости для всех, кто обитает в фашистской России. Вас ждут в ближайшее время, ближайшие недели, месяцы, мне кажется, репрессии, массовые репрессии. А при всем при этом убивать будут, сажать будут, репрессировать будут. И мы не должны их всех жалеть, я вас уверяю. Да, там есть нормальные люди, они уже пострадали от этих репрессий. Сейчас репрессии будут, которые запустил Борис Джонсон, будут уже внутри вот этого гадюшника. Они сами друг друга будут пожирать. Да, некоторые будут очень правильные вещи говорить, как они там за Россию и так далее, и так далее. А кто из них не за Россию? Все они за Россию. Дома взрывали в 99 году за Россию, матушку. Уничтожали самых бедных, если вы знаете, как выбирали ФСБшники эти дома. В Буйнакске взорвали семьи военнослужащих своих же. Просто задумайтесь просто. И как дагестанские военнослужащие и вообще российские военнослужащие, как это схавали, помните? И большая часть теперь дагестанцев служат в Чеченской Республике, на Ханкале. Это вообще никого как-то не смущает, если об этом не говорят, то это нет. Это не смущает каких-то проповедников типа Сосетлинских, Костецких, каких-то рыцарей колодцев. Это не смущает их, об этих вещах они не говорят. Но кроме вот военнослужащих Дагестана, которые не обратили внимания на своих коллег, которых взорвали в Буйнакске в 99 году, также в дома в Москве, 2 дома в Москве в Печатниках на Каширке, самые бедные дома, бедные люди там жили. То же самое было в Волгодонске, то же самое было в Рязани при попытке подрыва очередного дома, 5-го дома, где был задержан, где после которого, после этой попытки были задержаны сотрудники ФСБ. 2 мужчин и 1 женщина. Поэтому русские террористы взрывали своих же граждан, своих же собственных, причем самых бедных и незащищенных. И вот сейчас вот эта вся гопота, которая будет друг друга поедать, точнее Путин будет их поедать, рыпнутся, и они даже не посмеют. Мы будем сейчас наблюдать на этом. К большому сожалению, пострадают люди, которые не должны были пострадать, вероятно. Ну, наверное, таких уже там не осталось. Раз они были винтиками, да, сейчас разные, Невзоровы сейчас встают, Ходорковские. И Запад делает ставки, вкладывает деньги, колоссальные усилия прилагаются для того, чтобы подвинуть Путина от власти. Байден заявляет, что мы воюем только с Путиным, это война Путина и так далее. Куда девать очевидный вопрос, который возникает после слов Джохара Дудаева в 96 году, когда им сказано, что после Чечня будет Крым, бойня, Украина и так далее, на непримиримых позициях Украина и Россия схлестнется. Куда девать этот аргумент, Байден нам не рассказал. Но Байден нам рассказал, что это путинская война. Хорошо, вы это уже говорили, мы к этому уже привыкли, ничего нового мы от вас уже не слышим. Вам хочется так сделать какую-то ювелирную операцию, убрать Путина и так далее. Но когда разваливался Советский Союз, тоже вы пытались сделать ювелирно что-то. И КГБ, ФСБ просто мимикрировала и опять захватила власть. И к чему сейчас мы, на пороге чего мы стоим? Людей убивали, в Чеченской Республике Ичкерия 300 тысяч человек убито, среди которых 42 тысячи детей. В Грузии убивали людей, в Сирии десятки тысяч людей убили. В Украине уже цифры уже десятки тысяч переваливают.
Куда это вообще годится? Ну, по всей видимости, хотят вот эту опять точечную сделать операцию. Но я вас уверяю, все, что вы делаете, все деньги, которые вы тратите на Каспаровых, на Ходорковских, на разных других вот этих имперцев и мерзавцев из того же учреждения ФСБ. Это все напрасно. Поэтому и спецслужбам западным, и гражданам Запада, кто может на этих политиканов повлиять, на военных западных, которые тоже должны понимать, что им потом воевать с этой фашистской Россией, от нее терпеть вот эти унижения, оскорбления, провокации, антигосударственные акты с ее стороны. Это не поможет. Есть только один выход для того, чтобы обуздать вот эту всю банду, которая является КГБ, которая симулирует, что они являются какими-то там крутыми парнями, что они там, Питерская улица сказала бей первым и так далее. Это тоже ложь. Никого он первым не бьет. Он бьет только слабого и беззащитного. И берет на понт. А когда на кону стоит все, вот тогда сдувается. Понимают только язык силы они понимают. Понимаете, они не джентльмены. Только есть одна группа людей, которая на самом деле в России честно представляет тех, кем они являются. Это воры в законе, это преступный мир. КГБ, ФСБ, которая их курирует, которая создает этот институт, которая как-то пытается ими управлять и управляет в определенной степени. Потому что преступный мир, воровской мир, это самый большой отдельный, это отдельная субкультура. И это реально глубинное государство русских. Именно об этом говорил Джохар Дудаев. Если вы хотите договориться, чтобы Россия, чтобы перед вами выполняли договоренности, потому что никакие Каспаровы, Ходорковские, какие-нибудь другие вот этих людей, которых вытягивают непонятные какие-то Гордоны. Сейчас Арестович начал об этом говорить, что вот Навальный, там Ходорковский, Невзоров появился. Вы вообще что вы делаете, господа? Вы что вы делаете? Вы вот эти усилия украинского народа в трубу выбрасываете. Только лишь назвав эти фамилии. Так дела не делаются, друзья. Вы не собираетесь победить, если вы с этими людьми пытаетесь договориться. На самом деле, честные, при всем при том, что это преступники, управляющие преступным миром и Россией, это воры в законе. Это преступный мир России, который занимает большую часть политической жизни, внутренней, теневой. Ну вот они ее занимают. И там тоже есть, конечно же, агентура ФСБ, которая... Вот был такой Владимир, по-моему, Хейфиц, известный банкир, у которого на плечах были наколоты воровские звезды. А в доме висел большой портрет его в генеральских КГБшных погонах, который отсидел 10 лет в тюрьме для того, чтобы быть вором в законе, внедриться там и так далее, и так далее. Этих людей, конечно же, нужно отсекать, а нужно говорить с настоящими хозяевами преступного мира в России. Не их давить и выдавливать, как их выдавливали и давили, а реально с ними заключить договор, что если вы наказываете всех преступников в своих регионах, где вы являетесь, мы вас полностью амнистируем,
разделим эту страну на нормальные субъекты и вообще какие угодно договоренности, какие американцы и англичане захотят с ними заключить, я более чем уверен, они соблюдят заключенные договора, потому что это люди слова и чести, в отличие от всех остальных симулякров, которые находятся в России. В противном случае ничего не изменится, ни КГБ не будет наказано, ни преступные вот эти элементы, которые совершают военные преступления, не будут наказаны. Понимаете? Вот выход какой есть для России. Вот какой можно. Та ну, Давлетук, Баркал, дуже дякую. Так, так, вы тут много, оказывается, комментариев, я чуть перемотаю, друзья. Последние дни замечаю, что на многих каналах Ютуба все вдруг стали говорить о Навальном, и типа все будет хорошо, если он придет к власти. Ничего подобного. Этот, как его, Навальный, Ходорковский, Невзоров, и все это фашисты. Ничего для Украины. Украинцы, мы вам кричали. Когда нас топили в крови, мы вам кричали, что помогите, что до вас очередь придет завтра, что-то сделайте. Вы нас не услышали. Теперь вы, когда ваша победа фактически в вашем кармане, ставите на тех, которые в России не имеют никакого слова и ненавидят вас больше, чем сейчас те, которые вам объявили войну и воюют против вас. Вы для них хохлы, вы для них, я не знаю, кто угодно, но только не равных. На равных с ними нельзя говорить вообще. Или над они могут быть, или под. Запомните это простое правило. Единственное, с кем может договориться и держать слово, как я сказал, это воры в законе. Это люди, представляющие преступный мир. И то среди них тоже есть агентура, но они умеют как-то еще выживать в этом. И эту агентуру нужно подвинуть и честно реальных людей оттуда вытащить. И благодаря этим людям можно навести порядок в России. Порядок это значит разделить это государство, огромное несостоявшееся государство, на несколько частей. И чтобы все люди свободно выбирали себе власть и жили свободно. Вот какой есть выход из этой сложившейся ситуации. А так будут репрессии. Вот сейчас одна часть вот этих террористов, которая присосалась к российской земле, она будет убивать другую часть. Как мы это можем видеть, вот сейчас вот перепалка Соловьева там, с губернатором Екатеринбурга, что ли, он там, где он там, Екатеринбургской, ну, Урал они сейчас делят. И Соловьев говорит, что они являются там либерастами и так далее. Какие там были либерасты, я так и не понял. Но и тот ему ответил, что мы типа тут типа бандюги, какие либералы, ты нас что-то путаешь. Но вот на нас ярлыки вешать не надо, они сказали. Так вот, нет там никаких либералов. И не было никогда. Были отдельные люди, там, кто там, ну, за редким исключением. За редким исключением были. Старовойтова стремилась, да, кто там, Новодворская, вот, одна из немногих, Стамахин, вот, и все. Но эти люди, это, знаете, совесть, это такое исключение из правил. Российское общество, оно совсем другое. Так вот, эти люди, которые грабили Россию, они патриоты России,
Они, когда взрывали их, своих самых бедных русских, в своих же домах, их ФСБ, они не вякали. Они вместе пошли топить за это, отвлекая внимание от своей власти, за это топить чеченцев в крови, обвинив нас вот в этих ужасных преступлениях. Поэтому, друзья, будут сейчас репрессии, будет зачистка. Все вот эти западные, вот эти симулякры, которые и тут находятся, и там есть в России, они будут зачищены, массово будут зачищаться, массово будут репрессироваться, объявится, отменится мораторий на смертную казнь. Это обязательно должно произойти. Это, без этого репрессии не приобретут такого угрожающего, устрашающего такого вида, потому что репрессии преследуют именно вселение, вселить в людей страх. Если можно убить 1000 человек и вселить страх на всех, то, конечно же, они постараются убить всего лишь 1000, а не 100 тысяч. И 100 тысяч они убьют, не сомневайтесь, во время этих репрессий. И если сейчас кто-то начнет рыпаться, разные ульяновские, там, уральские, дальневосточные, еще кто-то третий, они все из одной команды, они из одного ватника, вши с одного ватника. Все симулякры. Они не выживут. Выживет только лишь путинская власть. Путинская власть не выживет, если вокруг него будет предательство, если его физически кто-то грохнет. Я думаю, он очень сильно подстрахуется под это. И пока от начала репрессий фактически он должен выйти победителем. Да, остальные будут уничтожены. И вот те люди, которые придут новые, уничтожив старых вот его окружения, вот они могут начать представлять угрозу для Путина через определенное время. Поэтому, по всей видимости, это может затянуться. Именно власть Путина в России. То, что Кавказ может отделиться, Чечня выйти из состава России, хотя он будет держаться до конца за него, что Украина победит и освободит Крым, Луганский, Донецк. Это все не исключается одновременно, что они будут друг друга уничтожать, там закрываться и так далее. Но чтобы взять Россию под какое-то внешнее управление, чтобы там какие-то нашлись изменения, нормальные человеческие изменения. Для этого нужно договариваться с ворами в законе. Только они могут исправить эту ситуацию. Так что вот так вот, друзья. Задавайте вопросы, почитаю. Лучше бы США, оставив Афганистан, растерроризировала бы Россию. Да, Афганистан, конечно, Россия это, конечно, не Афганистан. Афганистан, знаете, чем слаб? Нам говорят, они сильные там и так далее, и так далее. Афганистан слаб своей необразованностью, неспособностью глобально мыслить в этом глобально меняющемся мире. Вот чем он всегда был слаб. А знаете, чем сейчас талибы сильны? Тем, что они начали так мыслить. Они остались мусульманами, они остались кем есть, но они стали так мыслить глобально. И поэтому американцы с ними нашли общий язык, оставили им оружие, не было там никакого бегства. До определенной степени тех коллаборантов, которые сотрудничали с коалицией, они оставили, хотя много попытались вывести, но они же не могут весь Афганистан вывести. Не могут они всех вывести. Может, тогда просто Америку отдадут, а сами переедут в Афганистан, получается. Американцы на самом деле 100% выполнили полностью свой план, который должен был быть
у них в Афганистане. Угрозу для Соединенных Штатов Америки Афганистан никогда больше представлять не будет. А вот для окружающих там, Таджикистанов, там разных других, Узбекистанов, России и так далее, вот это всегда пожалуйста. Для Ирана и так далее. Талибы уже не те, которых их там представляют. Но вот вся беда этих афганцев, да, талибы это только отдельная часть только была. Вся беда была в том, что они дальше своего кишлака не мыслили. Но начали мыслить глобально, посмотрели, кто здесь серьезные парни. За 20 лет американцы им объяснили, что мир вообще он глобален. Сейчас у нас тоже есть некоторые, кто у нас хочет по насюсюкиванию турецких спецслужб построить у нас какой-нибудь Талибан. При этом Турция, при всем, те, кто их насюсюкивает, они при этом остаются демократами. Они вроде бы за мусульман, за настоящих мусульман, но они остаются, Турция остается демократами. А вот остальные должны быть, чтобы ими потом могла Турция управлять, должны быть под контролем шариата. Чтобы турецкие спецслужбы, как российские спецслужбы, ведь сейчас Кадыров ведь то же самое установил. Он установил теократический режим. Но это не Кадыров, да, сразу оговоримся, это не Кадыров, это ФСБ ему, как и турецкие спецслужбы нам объяснят, как построить государство. Точно так же Россия установила теократическое государство, якобы. А человек с 3 классами образования вообще без какого-то религиозного образования, может быть, самого минимального. Но он как бы создал государство, настоил 1300-400 мечетей там, и так далее. Там Рош трудится, все бывшие офицеры военной российской разведки, такие как Саид Магомед Кокиев, другие третьи, отпустили бороды, стали очень набожными людьми, иншаллах, машаллах, там, и так далее, и так далее. И России так удобно управлять. Неважно, что происходит, какое последствие это имеет для народа, который населяет эту страну. Россия оккупировала эту страну, и она считает, что она имеет право извлекать всю выгоду, не только нефть, газ, там все, что у нас есть, но еще использовать этот народ для каких-то своих личных целей, как она использует палестинцев против Израиля. Она им помогает, она их не оккупировала, правда, как нас, но она помогает. И вот настраиваются мечети, и нужно, чтобы чеченцы, если нужно, где-то взяли на себя террористический акт. Поехали быстро воевать в Сирию. Или поехали воевать куда-нибудь там, в другую страну. Под религиозным соусом. Все, и то же самое Кадыров установил практически шариатское правление, как они это представляют. Например, Рош, региональный оперативный штаб, который возглавляет главарь банды УФСБ по Чеченской Республике в данный момент, это Игорь Кочнев, а непосредственно их начальником является Патрушев, и Кадыров только лишь инструмент вот в этой во всей системе, который подчиняется только лишь Путину, ну и, конечно же, и своему ФСБ, из которого является Путин. Но, конечно, главный его сюзерен является Путин. Они так это видят, так представляют. Там, Кочнев, Рош представляет, что вот шариатское вот управление там, должно быть таким. Там, духовное управление мусульман должно рассказывают, что это должно быть вот в Чечне именно такого вида, что вам должны принести чашу пророка, он должен плакать, там пить из нее. Ну, короче, бред для полудурков. Но мы над этим можем смеяться спокойно. Но когда это делает противная сторона от русских, от Кадырова, то мы почему-то должны относиться к этому очень серьезно. А мы не задумываемся, что это тоже может быть симулятор. Что, в принципе, нам это и показало. И объявление Эмирата Кавказ,
Это чисто симулятор, который люди, находящиеся в Турции, в том числе Мавлади Удугов, разработал целую концепцию и выложил ее для обозрения, сказав, что это поддержит, поможет сопротивлению. Дока Умаров, который не хотел быть даже президентом Чеченской Республики Ичкерия, потому что он солдат, он офицер, он воин, а не президент, вынужден был согласиться, так как ему некуда было деваться. Настало время, когда наши партизаны просили хотя бы одну пару обуви. В это время здесь, в Европе, те средства, которые распределялись, людьми копились, набирались в мечетях, в арабских странах в мечетях, помогали разные фонды, разные люди, пожертвованиями занимались. Вот эти люди деньги разворовывали. И Дока Умаров, который рассчитывал, что Запад поможет, мир поможет, до него ничего не доходило, потому что разворовывалось все. И у него другого выбора не было, как объявить. Он пытался сложить в себя эти полномочия. Он сказал, я не буду ничем возглавлять, все, давайте, занимайтесь без меня. Нет, ему сказали, без тебя нет, ты тот, кому верят. Это правда. Дока Умара один из лучших сынов чеченского народа. И ему верили. Да, потом уже пошли там теракты против мирного населения. И то я не знаю, правда это или нет. Потому что фейки, здесь можно сделать целую передачу, полуторачасовую, что Дока может сидеть, умерший Дока нам сейчас что-то рассказывать будет. Потому что, ну, такие технологии с изображением плохим качеством и так далее, это все что угодно могло быть. И Дока объявляет Имарат Кавказ. И какая-то помощь идет. Реально приходит в себя, чуть-чуть сопротивление, и появляются новые люди и так далее. Ну, это все мнимо, это все видимость. Большой фейк внутри Чечни и вообще в целом на Кавказе. Большой фейк. Сидят мэр Махачкалы Саид Амиров в Дагестане, у которого тоже есть свои группы мусульман, как у Саид Магомеда, как Киева, наверное, были свои группы мусульман, которые совершают в Бостоне теракты, вербуя наполовину чеченца, наполовину дагестанца, который приехал к матери гостить Дагестан, там, братьев Цернаевых. Ну, брата Цернаева. Младший брат Джахар вообще не при делах. Его старший брат склоняет к этому. И вся эта пропаганда, которая вот наворачивается, не получает никакого сопротивления. И Тамерлан Цернаев, который образованный человек, живет в Америке, попадает на эту уловку, на эту пропаганду. А занимается этим всем Саид Амиров и его банда ФСБ или ГРУ, ФСБ, мне кажется, Саид Амиров. Это делается для того, чтобы у американцев вызвать ненависть к чеченцам. А потом выясняется, что у братьев Цернаева дядя Руслан Цернаев является, ну это пишет Кавказ-центр, если им верить, что братья, их дядя Руслан Цернаев является там мужем какой-то дочери экс-ЦРУшника или зам-ЦРУшника, или председателя, не знаю все эти детали. Но это наносится удар по Руслану Цернаеву, если этот человек реально был из этой системы. Вот таким образом наше чеченское сопротивление доводит до национально-освободительное движение, которое охватило все слои чеченского общества, и даже не чеченского общества, имеется в виду этнически не чеченского, нам помогали не только другие народы, которые жили, это там кумыки, гибли, сражались на этой войне были,
нагайцы, много-много национальностей, которые живут в нашем обществе. Ну и русские воевали с нами против вот этой системы. И нас сводят к национальному такому вопросу, религиозному такому организации какой-то. Имарат Кавказ. Ну все бы ничего, происходит другая ситуация. Люди, которые рядом с Доккой Умаровым, они разъезжаются по всему миру, потому что в другом месте, в Сирии, начинается война, и ФСБ помогает выехать вот этим людям, которые как бы находятся в сопротивлении Эмирата Кавказ. Задумайтесь. Как очень удобно, да, отправить дагестанских агентов, там, других агентов, под видом, что они там занимаются такой деятельностью. И уезжают, получают паспорта разные, проповедники. Некоторые реально верят, куда едут, полезные идиоты. Некоторые знают, что они едут на задание, вывозят, и практически Докка остается без оружия, без надежных людей, без которых любой человек, никто не может ничего сделать, если вас все знают и ищет весь земной шар. Ну, в том месте, где вы находитесь. Это тоже отдельная тема для изучения чеченских правоохранителей, которые должны заняться этим, специальных служб чеченских, которые должны этим заняться, разобраться. Вот такая вот ситуация. И нам сейчас фактически представляют играть роль снова роль каких-то инструментов в чужих руках. Ну, с чем я не согласен, друзья. Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Много говорил. Аслан, русский и Дон оживили Бандеру. Оживить Доку для них не проблема. Да. Саид Амиров сидит ИК-6. Ну, я не знаю, где он там сидит. Но то, что этот человек работает на русских, в этом я не сомневаюсь. Так, а из-за того, что он сидит, ну не знаю, когда он еще сидел в Лефортово, я тогда посещал, бывал несколько раз в Лефортово, где про него ни слуха, ни духа просто не было. Не слышно, не видно про этого Саида Амирова. Сидел он или нет, это я уже не знаю. Так, как только провозглашен был Эмират Кавказ, русские признают суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Совпадение, не думаю. Да, кстати говоря. Да там много моментов вспоминать, если начать рассказывать. Все это очень так выгодно получалось. И вот турецкие спецслужбы, русские спецслужбы, почему-то вот всегда в тенде, да, иногда у них возникали терки, проблемы. Турция не выдавала нас никогда, ну, по крайней мере, я не помню, чтобы выдавала. Но даже не особо афишируя, убийц чеченцев обменяли на крымских татар, турки. Убийц чеченцев это для тех чеченцев, которые живут в Турции и сейчас играют на разные там в разные игры. Крымских татар, депутатов, обменяли на тех, кто убили. Просто имейте в виду. Много чеченцев с Европы готовы защищать независимость Ичкерии. Конечно, много. Салам Машал, Вигаду Асабай. Ули, Монголию никто не замечает. Так что вот такие вот, друзья.
Кстати, я знаешь, хан эхар марма дуай дуй понедельника мар обал дема дуай дуй мар дос дема дудуй. Напишите мне кто-нибудь. Завтра последний день поста или нет? Пам-пам-пара. 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 Пам-пара. Ну, не пишите вы мне, ладно. Как хотите, Леон. Посижу еще тогда с вами полчаса и пойду вообще от вас, Леон. Ну, что, не пишите уже, оказывается. Тут у меня просто не двигается, оказывается. Так, завтра последний день поста. Ага, Баркал, Дон, скоро прилетит дрон. Ну, я уже сколько уже этот дрон заказываю. Welcome, Great Groot. Сколько дрон для Путина, для заказа? Да уже давным-давно пора бы уже, да. Здравствуйте, Шульдамак. Ну, есть ведь календарь. Сейчас ведь уже, мне кажется, в наше время с этими современными технологиями, когда и Бучмацмол можно определить, я не знаю, за полгода или за год вперед можно сегодняшними технологиями. Я не знаю, почему у нас всегда какие-то недопонимания происходят. Например, в этом календаре, который есть в интернете, завтра последний день. Вот у них как месяц расписан, так и расписан. Шейхи должны посмотреть подзорную трубу, созданную кефирами, говорит Адудавлетуй. Да, совершенно верно. Я сейчас смотрел видеоролик в ТикТоке. BMW или Mercedes, BMW, по-моему, перед Эйфелевой башней крутит, короче. Резина 100% сделана кефирами, которую они сжигают. А Эйфелева башня сзади на фоне тоже кефирская. BMW кефирская. И нашить такое. И они чуть ли не вот сейчас на войну гоняют. Но если ты показываешь превосходство своей, это же этим хотят подчеркнуть, что вот мы тут доминируем и так далее, везде подчеркнутые мусульмане, я же не зря называю. Если вы хотите, ну тогда бы на Ишачке или на каком-нибудь пакистанском автомобиле, на пакистанских покрышках, вот кружили бы, вот тогда бы показывали, вот тогда поставили бы там арабский какой-нибудь там этот. Ну нет, Дион, ну нет, этого они не делают. Ассаламу алейкум, Асан. Поделись мыслями о Саддаме Хусейне, кем он был и почему он так закончил. Алейкум ассалам, Алим Кога. Алим, это большая тема, это надо отдельно обсуждать Саддама Хусейна. Саддам Хусейн, могу сказать, что был не очень хорошим человеком, если так вкратце. Он массово убивал людей, мирных, гражданских людей, курдов в частности. Мне кто-то возразит, но курды это там враги, там начинают бред, чисто фашистский бред начинается. Вот кого убивал Саддам Хусейн, они были мусульманами. Так, на минутку. Ну, уже такой полуумный был человек. Так. Он был другом русских, и этим все сказано. Просто, вот если коротко, как вчера, позавчера товарищ мой сказал. Вы, говорит, дагестанцев ненавидите, ингушей ненавидите, кавказских соседей наших, грузин ненавидите, осетин ненавидите. И почему-то любите арабов, которые живут где-то там в Палестине. Что с вами, друзья?
Так, да, секта попали. Так. Саддам Хусейн был враг чеченского народа, который считал чеченцев собственностью русских. Абсолютно верно. Газ для убийства курдов дала Франция и Германия. Ну, не знаю, кто там дал, применил Саддам Хусейн. А сам последний зум-стрим был хорошим, только в конце Мамонт очень некультурно перебил спикера, зайдя со своим трехэтажным саламом. Более того, он его даже поддел своим глупым вопросом. Да, Купер, это было не совсем корректно, но ты тоже не очень корректно сейчас высказываешься. На самом деле. Муаммар Каддафи убили, и народ его таскал по всему городу. Буряты пинков понадавали кадыровцам. О чем ты говоришь, Ульдамак? Когда надавали буряты кадыровцам? Так, завтра, да. Саддам, когда были тем же осадами. Да, 6 августа, абсолютно. Эти саудиты не развиваться, мы их слушаем. У саудитов очень неплохая ситуация. Саудиты приватизировали наследие ислама. Саудиты договорились, американцы имеют нефть. Так, сейчас, подождите, что тут пишет. Так, это по-украинским передает Арестович. Да? Вот проблема, вы хорошо. Вы от Украины. Вы хэштаг. Вы хэштаг. И какой проблема? Именно не нашиды там, реально политический, правовой, военный болбеж. Хэштаг. Но это проблема. Так, о чем я говорил? Так, хорошо, сейчас я больше никогда не буду высказываться ни о чем, если и то, что я сказал, ты считаешь не конкретно интервал уже. Мама, холнаду хайшиной. Крупер, Купер, Крупье. Холнаду кой. Açın kum allir alla Muhammad ela çingis da Muhammad gruba ela so moderator hoş tani ba ух да ладуш ашу قي دوجه دو تون سلازو واسخ لديك بقى كده انت اسحوك ايلا اشت معمد اشت قيشو القيومة داتر هما اشت اعقي جروبة ما الاجين عودة واسخ ده ساوي ونعم هو دير ده دقوي سوسوق اشت شون ايه درس بقى جديد شو دو سوسوق شو صدق. Я видел выступление женщины из партии Зеленых, где она за этот газ извинялась перед курдами и сказала, что они получат компенсацию, но просила помалкивать. Да, особенно, наверное, ну, наверное, она, наверное, не знала, что они давали. Мегерду Крупер, Мегерду Крупье, Мегерду. Двое, короче, горому Боба без. Мы должны, каждый должны, где мы находимся, прилагать усилия. Крупе, я согласен. Я слушал с интересом. Он немножко повторялся, но опять же, и я имею привычку что-то, когда говорю, повторяться. Крупе очень неплохо говорил о Крупе. Ой, милой хилвол, да, о истории. За вопрос, да. Я же это не обсуждаю. Я его не перебивал. Я сидел, слушал. Хотя Ибраим сидел давно, поднял руку, и краткость сестра таланта, нужно было сделать каждый покороче, там еще много чего. Но если он выступает, первый раз выступает, мы давали ему слово, и никто не был против.
Ну вот он сказал и сказал. Но теперь и не давайте не будем это поднимать. Есть модератор. Если мы не слушаем модератора или обижаемся на модератора, то извините, тогда нет смысла в этом модераторе. Правильно? Если я молчу, то остальные тоже должны подождать, допустим. Да? Ну, кто-то может посчитать, что я как бы слишком вежливый и там попробовать там где-то в чем-то это сделать. Но я сказал, не надо, я разберусь и так далее. И все, и инцидент исчерпан, по идее. Хотя дать сега, хальдишь. Я мог сказать, но я ждал, пока он закончит, потому что реально было интересно, что он говорит. Надо признать, да, это было, экскурс был там, третье, десятое, но было интересно, что парень рассказывает. Но это даже если его там перебили кто-то, да, мы только знакомимся, притираемся, узнаем друг друга. Например, я Мамада тоже не знаю, не знаю того, кто он говорил. Не связывался я с Полом Гоблом, не связывался. По этому вопросу, по которому ты говорил, я с ним не связывался. Если у тебя есть конкретные вопросы, ты хочешь в чем-то задать, задай эти вопросы, я ему задам эти вопросы конкретно. У меня есть конкретная цель, я к ней иду. У меня есть свои какие-то моменты, которыми я пытаюсь к чему-то прийти. Будет хорошо, если каждый из вас тоже будет прилагать это усилие. Не ждать, что это я сделаю за нас, за всех. Друзья, этого Пола Гобла я знаю ровно столько же, сколько знали его, вы, знаете сейчас вы. Я просто написал этому человеку. Просто сам написал и просто увидел, какие он делает посты. И все. И начал разговаривать. Больше ничем, ни он мне, ни я ему, мы не обязаны. Хотя я уважаю этого человека в силу его ума, его многих вещей, которые он сделал для Ичкерии. Не для меня, для Ичкерии. Как он говорит, он заступается за нас там. Я за него спрашивал у наших чеченцев. Сказали мне, что этот человек достоин уважения. Все, мне мнение одного даже человека, которому я доверяю, об Поле Вобля, этого было достаточно. Вы также можете, он открыт для общения, можете писать и так далее. Это, конечно, если человек, он непростой, скажем так, он сразу узнает связь, ну, от кого вы, что вы, если у вас есть длинный хвост. Поэтому не знаю. Пишите, присылайте вопрос. Я хотел бы это. Конкретика, друзья, конкретика. Конкретика. Просто когда следующий Zoom стрим? Не знаю я. Ботик Дич, я не знаю. Хэнвэй, Мародала. Можно завтра сделать. Можно на следующей неделе. Просто я уезжаю. Меня не будет несколько дней, ребят. Я завтра еще буду, наверное. И потом какое-то время меня не будет. Чтобы я делал Zoom стрим. И вообще, Zoom стрим мы делаем, когда туда заходит два-три человека, и как бы и на этом заканчивается. Подключайтесь, говорите, давайте, организовывайтесь. Не ждите, что я это должен организовывать. Да? Я один, а нас много. Я хотел бы, чтобы мы, например, создавали бы информационный какой-нибудь ресурс, информационные новости, поделили бы между собой обязанности. И один занимается этим, другой занимается этим, третьим. Zoom стрим заменяет, например, очень много времени у меня, как ведущего. Мне проще где-то быстро сделать часовой, полуторачасовой стрим и чем заняться своими делами. Если бы мы распределяли бы роли бы, вот кто-то организовывался бы нас, делал бы так, делал бы сяк, было бы хорошо. Кто-то распространял бы наши стримы. Не просто мы поговорили, а надо еще это распространять. А никто не хочет этого делать. Никто не хочет показывать лица. Да?
Не все, конечно, но некоторые не хотят лицо показывать. Тоже не совсем честно. Мы откуда знаем? Мюншбу. Да, Лердал Диз, это мы тоже кьетвой. Хамацахайвай, милю. Я уже, если честно, вокруг меня не прекращается. Вот я это все наблюдаю, ощущаю, чувствую. Родственники в Чечне, здесь в Европе, здесь близкие, друзья, знакомые, везде идет против меня разные мероприятия, активные мероприятия. И рано или поздно я, наверное, ошибусь. И рано или поздно я могу попасть в какие-нибудь их спецмероприятия, что может просто закончиться. Как физически меня не может не стать, но это не значит, что дело должно закончиться. Надо, каждый должен развивать, делать. Ну, когом дадишь, например. Я больше, чем зумы, которые мы проводим, когда есть что-то сказать, есть у меня, можно это видео записать в конце концов, я выложу это у себя на канале. Можно обсуждать это. Зум нужно проводить, на чеченском языке нужно проводить. Разговаривать нужно. Ну, с конкретными предложениями нужно это делать. Нужно проявлять инициативу, создавать. И смотрите, за нами смотрят. Вот за мной лично, за каналом следят разные люди. Да, они подчеркивают какую-то у нас информацию, там, тут они владеют больше информацией, чем мы, и занимаются. И нам было бы хорошо заниматься внутренней российской политикой. Вот я, например, зациклен на чеченской теме. И вот я ее придерживаюсь, потому что я в ней разбираюсь. Я очень мало разбираюсь в разных там вот этих религиозных, разных вот этих своих движениях. Мы могли бы на эту тему часть, например, я предлагал это, но меня игнорируют. Вот. Ну вот, это неинтересно. А я считаю, вот это продуктивно. Я считаю, чтобы вот в этом двигать. Кто-то знает историю становления чеченского государства, персоналии, лиц знает. Да, некоторые же вещи, ну, если ты не участвовал, ты же можешь ошибаться в оценке той или иной персоналии. Вот по ним нужно работать, по Украине, по российской внутренней вот этой так называемой оппозиции. Хотя там есть и оппозиция, а есть и гибнюки, самые настоящие матерые гибнюки, вроде Навального, Яшина, Милова, которые управляются, Ходорковского, Каспарова. Это люди, гибнюки самые настоящие, я в этом нисколько не сомневаюсь. С ними начинают заигрывать украинцы. А мы можем предоставить какую-нибудь информацию для этих украинцев, для этих западных стран, журналистов, которые нас смотрят? Не можем, потому что мы этого не делаем. Но нам нужно что-то создавать, а не идти в фарватере кого-то или чего-то. Создавать нам нужно. А так это распыление просто. Да? Вот нужна фабрика мыслей. Нужно создавать мысли. Нужно создавать что-то. Мы не создаем. Плохо создаем. Так. Нет, у меня Ури, она не заморожена на самом деле. Если не скатываться с мешки. А я что, с мешки приколы что-то делаю? О чем ты говоришь, Алексей? А,
Тарас Хурсия, я про Ходорковского ничего плохого не слышал. Ты не слышал, Тарас, потому что ты ничего не знал про Ходорковского. Ты его узнал, наверное, когда он делал вид, что он плачет за Украину у Гордона. Вот это ты увидел. Нет, это, поверь мне, это матерый, казнократ, обворовавший. Его интересуют только бабки. Ни один олигарх не стал бы олигархом, если он его не курировал. Гибня– это старый комсомольский вожак, который разграбил Россию и сейчас остался не у власти. Просто это была просто гибнюк, понимаете? Нам вот представляют, что какой-то Ходорковский, какой-то Медведчук, о, там об этом Зеленский говорит даже, задержан Медведчук, он и так под арестом был. Это позор, что он даже не сидел. Медведчук вот задержан, это такой успех. Это всего лишь марионетка. Как бы она ни была раздутая, поднята. Ходорковский такая же марионетка. Где задержаны офицеры ФСБ? Действующие сотрудники ФСБ? Где они? Этого Медведчука даже не меняют ни на кого. Он нафиг никому не сдался. Все, он уже рассекречен, уничтожен. Все его активы просто заберут. Да, если он не сдаст никого, тогда его обменяют как обычного. И он никакой ценности не представляет. Ни Ходорковский. И вот мы заново, теперь Украина заново должна заигрывать с этими Ходорковскими, с этой гибней. Нет, это все зря, друзья, зря. Все парни, которые в Украине гибнут, вы гибнете зазря, если опять с этими людьми вы заговариваете. Если вы отказываетесь от вступления в НАТО, отказываетесь от Крыма, пока Путин не умрет, говорит Арестович. Так не должно быть, я не знаю, это может быть так, может сам Арестович не согласен, он только может озвучивать мысли своих патронов, Ермака, там, Зеленского, Ермака, которого тоже обзывали там агентом российских спецслужб там, и так далее, и так далее. Не знаю, там какая договоренность, на каких условиях там все это делается, не знаю. Я знаю, что если вы будете договариваться с Ходорковскими, с Каспаровыми, с Навальными, вы ничего не добьетесь. Ничего. Опять вас будут дурить, выйдет этот Навальный, опять Крым не бутерброд, грузины, грузины, чеченцев нужно мочить, хватит кормить там и так далее, и так далее. Это все очевидные вещи, на которые, даже если Украина пойдет, я идти не согласен. Я поддерживаю Украину, а, только ту, которая идет к свободе, а не та, которая идет опять к тому же рабству. Так. Как он плакал, хода с Гордоном. Как артист, надо было сказать, запись не удалась, записать повторно. Нет, конечно, его плохо, просто я этого не знал. Ну вот, вы этого не знали, Тарас. На самом деле, знаете, это не верьте ни одному вот этому российскому гимнюку. Нет им никакой веры. Никакой. Единственное, еще раз я говорю, единственное спасение, я буду об этом вновь и вновь напоминать. И это так и есть. Смотрите, что такое Российская империя. Россия, как империя, она завоевывает чужую страну и оставляет этот народ болтыхаться вот в этих своих проблемах. Ужасе, в жестокости, там, в которую они их погрузили. И вот этот народ начинает приходить в себя. Ему нужно пару поколений после того, как пришел русский мир, просто почувствовать себя снова людьми. Им нужно 2 поколения. Где-то 50 лет после этого проходит.
после вот разрушительных уничтожений, которые наносят вот эти фашисты. Проходит 50 лет, вырастает уже сын вот этого, или внук только что репрессированного. И вот у него появился опыт деда, возможности отца, и он сам уже и со знаниями начинает строить новое государство, новую жизнь, новую семью и так далее. В этот момент опять русские приходят и опять все забирают. Россия это паразит. Россия живет за счет вот этих государств. Возьмите все страны, которые находятся вокруг России, внутри России, оккупированы. Либо они стали русскими, либо они каждые 50 лет переживают геноцид. Так будет со всеми, так будет с Украиной, так будет со всеми. Гиркин, который рассказывал вот перед этой войной, они уже это считали, что вот сейчас они зайдут быстро, сейчас все хохлы разбегутся, и они заживут там нормально. Он рассказывал про какого-то своего вот этого подельника по оккупации Донбасса, он, не помню сейчас фамилию, о ком конкретно он говорил, он говорит, ну вот пришел, ну получил бы там свой там пост, там губернатор стал бы там Киевской области там и так далее, и так далее. Это их мышление. Вот эти все солдаты, вот эти все ублюдки, которые идут завоевывать, эти ублюдки, они мечтают стать вот военными комендантами, губернаторами, там, хозяевами этой земли. И так разбогатеть. Так русские богатеют. Вот русское вот это их воинство, вот таким образом богатеет. Это такой быстрый способ разбогатеть. Если тебя не убьют, конечно. И вот они таким образом каждые 50 лет уничтожают и развиваются. И за все это время внутри России тоже были люди, которые сопротивлялись вот этой несправедливости. Не только чеченцы и украинцы сражались за свою свободу и независимость. Но были и внутри этой России, и в том числе и русские, которые шли в глухую несознанку, в полное непризнание этой власти, как античеловечной, это вражеской. И появилась вот эта культура, точнее она была загнана в тюрьмы, и появилась культура воров в законе, которая, как и положено гибнюкам, они вот эту массово сидельцев, в том числе политических очень много сидело, когда зарождалась эта культура, и гибнюки способствовали зарождению кодекса этой культуры, подчинения ее себе. Культура воров в законе, вот это, если это можно назвать культурой, воры в законе, да, противоречие на противоречие, как и вся Россия, как двуглавый орел несуществующего животного на голове, на гербе России, как труп, лежащий в центре Красной площади, и рядом храм христианский, православный. Ну, невероятные эти сочетания, которые в природе быть просто не могут. Это и есть Россия. Ее ни умом не понять, ни бутылкой водкой ее не разобраться с ней. Никак, только еще запутаться. И вот единственный, кто может, и никто не даст прийти, ни украинцам себя, украинцы, патриоты, которые сейчас гибнут, ваши дети и внуки и ваши смерти будут зазря. Если вы будете с этими Ходорковскими, Каспаровыми, Навальными, с другими третьими заигрывать. Нет этому выхода. Не спасение это, не спасение это. Это мимикрирование этой проблемы, и снова она победит. Потому что ее сеть, она есть, это КГБшная сеть, а у нас этой сети нет. Пока не будет иллюстрации названы виновные, это банда ФСБ, КГБ, ФСК, НКВД и так далее, она не будет полностью
полностью разоблачена на молекулы, просто вывернута наизнанку и положена на стол, до тех пор ничего не изменится для нас. Да и для мира тоже. Поэтому, друзья, берегите себя, думайте о завтрашнем дне. Если мы хотим что-то сделать в правильном направлении, давайте думать в правильном направлении. И то, что я говорю про воров в законе, это не только мое умозаключение. Это мое умозаключение, которое было основано на тех словах, которые были сказаны Джохаром Дудаевым. Джохар Дудаев суть видел всей этой системы. И я сам пришел к этим мыслям, и я могу обосновать, что он имел в виду. Почему он имел это. Это и есть. Потому что реально воры в законе это самые честные люди в фашистской России. К сожалению, это так. Так что все будет Ичкерия, все будет Украина. Господи, благослови Америку, Великобританию, Бориса Джонсона, который запустил механизм репрессий в фашистской России. Они сейчас это вырежут и скажут, что это Борис Джонсон в подвалах Лубянки будет расстреливать путинских врагов. Запустил он ее благодаря тому, что смело сказал, что в случае удара, атомного удара по Украине, мы ответим по России, по бункеру. И это удастся. И американцы сейчас то же самое сделали. Так что все круто, господа. Смерть России неизбежна. Главное, мы должны правильно направлять острие этого меча, который будет уничтожать банду ФСБ и КГБ, свору палачей, мерзавцев беспринципных, без морали, без нравственности, подонков и ублюдков, которые должны быть наказаны во веки веков, во имя убитых ими миллионов людей, навеки вечное, чтобы эти ублюдки были наказаны. Да, это бойлуэн сюда. Сюда вайкиты, моста вай мичау хае, вай кицаум цевишу ночи, вай барта хирбушу, вай тулам хирбушу. Адикюэль марш ойл. Ассаламу алейкум. Всего самого хорошего, друзья.